Первый раунд кроссфита. Всего их 4. Бойцы за определенное время должны как можно больше отжать тягу на тренажере. Далее отжимания, поднятие гири. И так по кругу. Среди участников Михаил, снайпер. Во время очередного боевого выхода его группу обстрелял танк. В тот день он потерял ногу. Ну, взрыв, я так стою, думаю, класс, все. Так ухо вытер, только кровь, перепонку порвало. Думаю, пронесло, все. Так еще такой очередь, с автомата стрельнул. Потом смотрю, а я костью стою уже в земле именно. Так думаю, расстроился очень. Но Михаилу повезло, он остался жив, как и другие участники соревнования, которые в результате ранения потеряли конечности. Всего их 15, у каждого своя история, но все они прошли через одно – сильный стресс и непонимание, как жить дальше. Каждый человек должен переломать свою психику и понять, что делать. Нужно не плакать, сидеть на кровати, а к чему-то стремиться, что-то делать, вставать и идти. Такие проекты также помогают справиться со страхом. Идея игры принадлежит киевлянину. Он подсмотрел ее у американцев, которые проводили подобные мероприятия для раненых во Вьетнамской войне. Спортивная реабилитация у нас, она ужасна. То есть для людей с инвалидностью, кто получил травмы, кто дальше хочет заниматься, никто с ними не проводит никакие там беседы, никто, психологи с ними не работает. Это большая проблема. Смысл соревнований, как говорят сами бойцы, не выигрыш, а демонстрация силы духа и желания полноценно жить, чего так не хватает бойцам, которые еще остаются в госпиталях. Ведь, как они уверяют, забыть, что у тебя протезы, конечно, тяжело, но научиться с ними нормально жить вполне реально. Делают слепок с ноги, с культи, выливают его и крепят стопу к нему, А здесь клапан, воздух вышел именно, и он как вакуум держится. Это на коленях, чтобы не слетал. Просто так фиксирует, резинка такая, оп, и все, и погнал. Накануне соревнования все бойцы активно тренировались. Кто-то в спортзале, а кто-то в институте протезирования. Кстати, туда недавно взяли на работу одного из участников проекта. Специализироваться буду по ходьбе, то есть показывать людям, со спинальной травмой. Людям показывать, как практику ходьбы, так. Официально победитель один, но все участники проекта получили медали и денежные призы, которые пойдут им на дальнейшую реабилитацию. Пока участники будут восстанавливаться, организаторы уже готовятся провести следующее соревнование, но теперь уже совместно с американцами и на международном уровне. Ольга Конченко, Илья Никонов. Настоящее время. Харьков.